Я играю на балалайке. Это самый русский инструмент. Действительно, балалайка давно уже стала брендом русской народной культуры. Интересно, а какой самый коми-инструмент? Сегодня мы постараемся узнать, какой инструмент может стать музыкальным брендом нашего края. Я сейчас вам покажу некоторые коми-народные инструменты и расскажу, как они раньше пользовались. Трещоткой обычно отгоняли животных от посевов ячменя, овса. А вот охотничий промысел требовал специальной сигнализации. И вот средством подачи сигнала на расстоянии служил щумет-буксен, то есть берестяная дудка. Охотники раньше договаривались заранее о том, какие сигналы воспринимать и что, как отвечать на эти сигналы. Вот послушайте один из таких сигналов. Изначально древние музыкальные инструменты имели, как правило, практическое применение. Они были непосредственно связаны с деятельностью крестьян и охотников. Например, с их помощью заманивали зверей и птиц или, наоборот, отпугивали. И только по мере развития культуры приобрели эстетическое значение. Точки, чем такие инструменты, они как бы сигнально-оповещательный характер носили. Призывали людей, работающих к артелью, на обед и к отдыху и так далее. У пастухов были барабаны. Так называемый набор такой походный, с которым мы ездим на выступления, концерты. Здесь практически вот самое необходимое. Народные музыкальные инструменты коми многообразны. Это и ударные, и духовые, и струнные. Наиболее распространенными в музыкальном быту коми и, пожалуй, самыми древними были духовые инструменты – аэрофоны, пеляны и чипсоны. В той или иной форме эти инструменты присутствуют и у других народов, да, вот, скажем, наши самые популярнейшие инструменты в прошлом — это чипсоны и пелены, да, это вот так называемые флейты пана. Они встречаются по всему миру. По изготовлению, естественно, отличаются. Вообще духовые инструменты у коми, они были сезонными инструментами, то есть они изготавливались в определенный сезон. Материалы для изготовления музыкальных инструментов поставляла сама природа. В ход шли полые стебли растений, солома, различные виды зонтичных, дягель и дудник. Это называется окикапелян, одиночная дудка. Это мужской инструмент, играли на нем строго мужчины, и техника игры очень сложная. С виду эти инструменты непритязательные, и кажется, что играть на них можно без особых умений. Однако, по утверждению специалистов, одного желания недостаточно. Чтобы извлечь нужные звуки из полых трубок, нужно иметь особое мастерство. Инструмент тяжелый. По технике игры я бы вот сравнил даже вот с индийской флейтой. Тут, собственно, нету игровых отверстий, есть единственная щель, которая, принцип игры губно-щелевой. Вот с помощью ловкого манипулирования струей и губами издается как бы вот основной звук, к нему два обертона, плюс открытая-закрытая трубка, вот 6 нот, которые этот инструмент берет, и на нем можно практически играть все мелодии. Научить вот играть на этом инструменте и, во всяком случае, попытаться создать какой-то более прочный аналог этого, это тоже задача, наверное, выполнимая, но задача, над которой стоит задуматься. Инструмент очень интересный, и по своим музыкальным способностям он, понятно, что, наверное, превосходит все более простые флейты пана, которые, собственно, сегодня на эстраде используются. Часто название музыкальных инструментов отражает материал, из которого он изготовлен, или количество стволов. Батьпу-пелян – ивовая дудка, или куима-чипсон – трехствольный свисток. Иногда их наименования показывают звукоподражание той или иной птицы. Например, щела-чипсон или каля-пелян, рябчиковый свисток и дудка-чайка. Это называется юсь-пелян, лебединая дудка.
в переводе изготовляется из другого типа тростника. Он совершенно простая трубочка полая. В таком сухом виде она тоже не играет и, собственно, вызывает такой звук, достаточно близкий вот к крику лебедей, вот такие как звукоподражающие наигрыши. Понятно, что тут в музыкальном отношении он достаточно скромный, но звук абсолютно неповторимый. Стволы растений, из которых делали инструменты, хрупкие, а значит и чипсоны и пеляны получались недолговечными. Со временем научились их делать из бересты и дерева. Инструмент получился более прочным и долговечным, хотя древняя традиция извлекать музыку из однолетних растений жива и по сей день. Понимаете, я вот все равно вижу в каждом инструменте свое эволюционное развитие. То есть без этого, мне кажется, что это будет достаточно скучно, потому что прекрасное исполнение чернышских чипсонисток мы все равно не сможем исполнять так, как они исполняют. Почему? Потому что когда я еще Парму организовывал, это было в 1987 году, первая экспедиционная запись, это было именно чернышских чипсонистов. И они сидели вот передо мной, вот так вот бабули играли на этих самых инструментах, вы понимаете, и мы пытались в течение 2 часов вот, ну, хотя бы что-то у них скопировать. Ничего подобного. Ничего подобного. Та штриховая палитра, та палитра дыхания и остальное, они настолько были и свойственны именно вот этой традиции, что нам очень сложно, нам надо пожить для того, чтобы реализовать вот эту вот продукцию. За границей сравнивали вот эти наши инструменты с органом, со звуком органа. Ну, неудивительно, потому что принцип извлечения у органа, он то же самое, там воздух в трубке вибрирует и издает звук. Как правило, размеры инструментов различны. Не было единых стандартов. Каждый музыкальный инструмент – результат индивидуального творчества мастера. Поэтому и наигрыши исполнялись в импровизационной манере. Был такой инструмент, как бать пупелен. Это ивовая дудка в переводе. У других народов данный инструмент называется жалейка. Такой вот инструмент реже встречается у других народов. Кывья щордуда называется, ну, дудка с 2 язычками, да, так в переводе. И вот данный инструмент, он уже похож на волынку, потому что звучат одновременно 2 ствола. На этом инструменте можно играть только медленные, лирические. На нем невозможно играть быстрый, потому что он не озвучивается. У него сама по себе вот этот ствол, он немножечко такой крупноватый, и он не приспособлен. А есть вот такие буксаны, которые Духовые инструменты в старину использовались в определенное время года. Разрешалось играть только с Ильина дня, со 2 августа. Этот день называли Чипсащан или Пэлящанлун – день дудения или свистения. Считалось, что игрой до 2 августа можно навлечь неурожай или непогоду. Еще духовые инструменты делили на мужские и женские.
Например, чипсоны, многоствольные флейты, считались чисто женскими. Это было связано с трудовой деятельностью. Во время отдыха на сенокосе мужчины точили косы, а женщины развлекали их игрой на чипсонах. Ну а пупеляны и пу-барабаны были связаны с охотничьим бытом и с работой пастухов. Чипсоны и пуляны, поскольку они являются самыми древними музыкальными инструментами, которые отражали самобытность нашей культуры, поэтому я думаю, что мы сумеем все-таки сохранить эти традиции. То если бы, предположим, вот в каждом регионе появляется вот такой инструмент, пусть он появляется, он тем более вот ареал у него и в Усть-Куломском районе, и Коми-Пермяцкий округ, и вот естественно, если бы, предположим, сегодня собрать исполнителей всех этих регионов, то это было бы очень вообще интересно. Естественно, при условии о том, что руководители все-таки будут смотреть на этот инструмент не как фоновый, не как шумовой инструмент, а как на профессиональный инструмент. Играют же на курае башкиры. И у них же это профессиональный инструмент, у них преподается в консерватории. А мы еще не знаем возможности каждых этих пылянов. Здесь столько обертонов в каждом из этих дудок, трубочек, что, может быть, и можно что-то такое и сотворить. Точка, чан, буксан, пылян, чипсон – это далеко не все наименования. С развитием культуры и музыкальные инструменты коми становились более сложными и усовершенствованными. Появились струнные, щипковые и ударные инструменты. О них мы расскажем в следующей передаче.